Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. С минуты на минуту, со дня на день. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим, что ждет, что будет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Какая-то задача на вас будет возложена, очень важная миссия, и важно ее не провалить. Вот как будто бы за вами кто-то наблюдает и ждет, пока вы ошибетесь. Кто работает? Максимальное внимание на свою работу, на свои обязанности, на свои дела. Поверьте, за вами пристально следят. И просто-таки ждут, пока вы допустите хотя бы маленькую ошибочку. Накинутся всем гуртом, понимаете? Поэтому все делаем четко, все делаем правильно. И понимаем, что от этого зависит наше будущее. И даже в семье, и даже среди близких людей тоже, поверьте, вот кто-то есть, кто ждет, пока вы ошибетесь, чтобы тыкнуть вас пальцем и сказать: ага, все, попалась, там не умеешь, не знаешь, ого, я все это знал, либо я все это знала. Ну, сами понимаете, все бывает в жизни. Вот попали вы в такую ситуацию, ее нужно достойно, знаете, как пережить и достойно выйти. У вас есть на это ресурс, у вас есть на это возможности. Просто знайте, что идет слежка, идет наблюдение. Миссия ответственная, но вы с ней справитесь. Так, дальше. Здесь в одной лодке два человека. Два человека окажутся в одной ситуации. Либо одна ситуация на двоих. Значит, мои хорошие, не надо ждать от того второго каких-то действий глобальных масштабов. Не надо ждать активности. Поверьте, да, вы в одной лодке, но каждый из вас сам за себя. Не надо полагаться на другого. Нужно грести самой, либо самому. Поверьте, от того, чем быстрее вы начнете это делать, чем мощнее вы будете грести, тем быстрее вы доберетесь до своей цели. Ну, а человек, как, знаете, паровозиком, прицепом пойдет. А если вы так сядете, будете смотреть друг на друга, кто ж начнет грести? Никто не начнет. Так и просидите в этой лодке до бесконечности. Так и застрянете в этой лодке. И мхом покроетесь. Поэтому, ребятки, как бы, конечно, да, не хотелось разделить труд, разделить обязанности. Знаете, что если вы ручки опустите, то, к сожалению, ничего не произойдет. Да, не надейтесь на тех, кто вас окружает. Это не тот случай, это не тот вариант. Здесь все зависит от вас. Как говорится, ваше будущее в ваших руках. Так, с левой стороны филин прилетел. Ну, здесь явно какой-то секрет, какая-то тайна, что-то скрытое. Может быть, даже какая-то манипуляция, какой-то психический прессинг может происходить. Ну, прям нечисто, очень даже нечисто. И вы с этим столкнетесь. Сразу не поймете, что это такое. А потом, как поймете, как охватит вас буря эмоций, как захочется рвать и метать, но вы держите себя в руках. Здесь важно докопаться до сути. Вот за этим филином прячется какой-то мелкий пакостный человек. Знаете, такая мелочь пузатая. Мелочь, которая вот это все закрутила, намутила, организовала и в тень ушла. Надо до этого человека добраться. Нужно узнать, чего бы это вам ни стоило, знаете, как кровь из носа. Узнайте, кто это человек, его имя, конкретно личность. Чтобы в будущем таких ситуаций не повторялось. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Но это будет немножко неприятно, а у кого-то даже немножко неприятно. Но тем не менее, не рубите с плеча, докопайтесь до сути, узнайте зачинщика, узнайте виновника, а вот потом уже будете совсем разбираться. Да, потому что, я так понимаю, человек не первый раз это все, значит, эту бурю организует. Да, не первый, но желательно, чтобы это был последний раз. Дальше вышло кольцо. Кольцо с камнем, сразу говорю. С этим кольцом что-то может произойти. Сломаться может.
вы можете его где-то потерять, вы можете его где-то оставить, либо кто-то может у вас забрать. Поэтому девушки, женщины, мужчины тоже любят, да, иногда носить кольца с камнями. Старайтесь в ближайшие несколько дней, 3-5 дней, свои кольца никуда не носить, никому не давать, а лучше проверьте, все ли на месте, прям пересчитайте. И лучше переложите в какое-то более безопасное место, но только не забывайте куда. Вот почему-то показали с левой стороны кольцо, и оно как деформированное, как вот что-то с ним происходит. Ну, береженого Бог бережет, правильно? Сделайте то, что я сказала, поверьте, не пожалеете. Так, опять же, с левой стороны у вас пальма растет, и тройка вышла. Здесь какая-то работа, которая потребует участия других людей, да, либо профессионалов, помощь профессионалов. Но по пальме, в принципе, если вы обратитесь к профессионалам, то вам починят, поремонтируют, окажут услугу, которой вы сможете пользоваться очень долго, да, на протяжении многих-многих лет. Да, вы можете сделать самостоятельно, либо вы привыкли делать самостоятельно, но в данном конкретном случае лучше обратиться к профессионалам, лучше заплатить там денежку и потом, как говорится, жить спокойно, пользоваться этой вещью. Иначе может сломаться либо испортиться в самый неподходящий момент. Да. Может быть какая-то поломка, какой-то техники, бытовой техники. И вы так смотрите и думаете, да я могу это починить, да, какие проблемы? Есть проблемы. Вы так не почините, как знающий человек. Поэтому вас тут и предупреждают. Не хочешь рисковать, обратись, заплати денежку, пусть тебя сделают, ну, по совести, как говорится. Вот. Иначе может сломаться и прям тебя подведет эта ситуация, либо доставит тебе массу дискомфорта. Ну, в общем, предупрежден, вооружен, вы меня поняли. Так, в серединке у вас муравей, который стоит на задних лапах. Ребятки, работа, еще раз работа. Очень большой объем работы. Причем за эту работу вы беретесь добровольно. Вас никто не заставляет, а вы беретесь сами. У одних отыграется, что не рассчитал свои силы, у других банально деньги нужны, да, поэтому берусь за любую работу, даже дополнительно прошу, потому что хочу заработать. Ну, а у третьих, может быть, даже, как знаете, скопилась какая-то усталость, либо вы не видите результата своей работы. И поэтому все так вот через тяжесть вам дается. В любом случае, работы много. Для вас будет это неожиданно много, либо неожиданно тяжело. Но все свои задачи, которые вы на себя взяли, либо которые на вас возложены, вы все доведете до ума. Вот такой вот человек. Крайне ответственный. Ну, молодец, за это вас очень любят, ценят и хвалят. Так, еще. Огромный нож у вас. Человек с огромным ножом, либо с мечом. Ну, для меча, конечно, коротковато, а больше похоже на длинный нож. Человек с ногой влево, с квадратной головой. Девочки, появление человека, ну и мужчины тоже, да, появление человека с острыми словами, человек будет говорить правду, как она есть. Либо на какую-то ситуацию, на какие-то вещи прольет правду, да, правдивое что-то произойдет. Да, оно острое, да, может быть, оно вам не до конца будет приятно, понравится, но тем не менее, это будет чистая правда. И нужно ее принимать как есть. Не строить иллюзий, не жить в иллюзиях, там, эти очки розовые свои протереть, либо снять в конце концов. Да, надо быть реалистами. Надо не пытаться приспособиться, а приспосабливать к себе. Здесь человек, может быть, даже в какой-то грубоватой форме, открывает вам глаза, открывает вам правду, открывает вам истину. То есть как разрезает все ваше пространство. Может быть, вам откроется то, что вам вообще, как говорится, и не снилось, и не мечталось. И вы вот поймете, что вы очень долго в чем-то заблуждались, либо в ком-то заблуждались. А тут уж как против правды не попрешь. Но не важно, не суть. Суть, что будет правда, что будет ясность. Да, это будет остро, да, это будет даже в какой-то степени болезненно, но это полезно. Это полезно для вас и для вашего будущего. Так, голова квадратная, нога в левую сторону смотрит. Ну, я так понимаю, что человек вам чужой. То есть человек, с кем вы, например, не состоите в каких-то отношениях. Ну, может, там максимум приятели. Так, какие приятели? Просто знакомые, да.
Вот. И это будет более, так знаете, эффективно для вас, потому что чужому человеку вы как-то прям, ну, поверите, вы скажете, ну, какой смысл, какой резон этому человеку мне врать. Да? И человек по квадратной голове будет крайне убедителен, либо все будет аргументировать, и на все будет доказательство. Но с левой стороны, да, все-таки неожиданно это все произойдет, очень неожиданно. Так, ждите приезда, либо ждите гостей. Гости, которые не предупреждают о своем визите, либо предупреждают там буквально за 15 минут. Ой, а мы в твоем районе, через 10 минут мы будем у тебя. И вы такая, боже, а у меня же ничего не готово, и сама я в домашнем виде, да, и будут у вас гонки. Значит, не надо бегать, не надо нервничать, вы лучше перезвоните этим людям и укажите на соседний магазин, да, либо магазин, который в вашей локации. Пусть сходят, купят угощение. А у вас будет время подготовиться к встрече гостей. Ну, это они вас застали врасплох, да, пусть и, как говорится, покупают угощения. Не теряйтесь, не надо ухать-ахать, не надо там за все сразу хвататься, а делайте все, вот как я вам сказала, и будет гораздо легче и проще. Так, здесь у вас с правой стороны очень классный рисунок. Смотрите, птица, на птице сидит волк, а на волке сидит утка. Здесь у вас стоит человек, который чешет этого волка, ну, как знаете, ласкает, да. Я такого давно, если честно, не видела, но я за вас очень рада, что вышла с правой стороны. Да, рисунки не крупные, но тем не менее они вышли. Давайте их разберем. Во-первых, ждите каких-то бомбических новостей. Тут по-другому и не скажешь. Это связано с вашей работой, с вашими денежками, либо это связано с вашей какой-то будущей победой. Победа, протекция, защита, справедливость. Человек, который чешет этого волка, это вы. Понимаете, это вы. А утка, которая сидит на волке, это ваша обещанная прибыль, либо ваша обещанная выгода. Не всегда выгода бывает материальной, правильно? Да? То есть обещанная выгода. Именно в ближайшие дни произойдут какие-то феноменальные события, особенно вот новости, да, вы получите новости об этом, что что-то сдвинулось с мертвой точки, что что-то начинает происходить. Какие-то ответы будете получать, какую-то переписку вести, какое-то общение будет происходить между вами, какими-то людьми. И то есть вы будете понимать, что я на правильном пути. И еще чуть-чуть, и я свое получу, да, либо я своего добьюсь. То есть всего этого я добиваюсь своей головой, своим сердцем и своими руками. Ну вы прям молодец. Тут дай Боже, да поскорее. Ну по птице, да, то есть это все-таки будет общение, это будет переписка, это будут телефонные созвоны, звонки. Так, еще у вас тут какие-то мутные дороги повыходили. Вы извините, но тут как волны на море. Дороги, которые либо постоянно меняются маршруты, либо в дороге постоянно какие-то приключения у вас происходят. Да, вы на волне то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Но это нормально, это жизнь, никто ни от чего не застрахован. Просто старайтесь выходить из дома с определенным временным запасом, чтобы не тютелька в тютельку. Вы такая, метро едет до нужной мне остановки столько-то, да, до метро мне столько-то, то есть выйду за 30 минут. Всегда накидывайте плюс 15 или лучше плюс 20, 30, ну как вам удобно, да? Потому что могут быть всякие форс-мажоры, абсолютно не зависящие от вас. Имейте это в виду, особенно в ближайшие 3-5 дней. Поэтому всегда имейте временной запас. И тогда вы будете всегда приходить вовремя, тогда вы не будете нервничать, и тогда вы будете готовы ко всем этим превратностям судьбы, чего бы это ни касалось. Так, еще у вас в центре вышел журавлик. Журавлик, который спугнул ворону. Журавлик, он означает беременность, он означает детей. И также мир в доме, мир в вашем доме, среди ваших близких людей. То есть по вороне, я так предполагаю, были какие-то неблагоприятные прогнозы. По вороне были какие-то выяснения отношений, стычки, ругня, ссоры, как неприятности были. Ну вот, журавлик прогнал ворону. Теперь в доме воцарится мир, гармония. Кому надо, забеременеет, да, кому надо, тут родит. Да, никаких проблем не будет. Фу-фу-фу, слава Богу, вот у вас он прям вышел. Так, еще человек на букву О с очень классным советом, который нужно принять на веру.
и воспользоваться этим советом. Это может быть как мужчина, так и женщина. Это может быть как имя, так и фамилия, и даже должность. Человек на букву О. Человек на букву Н с какими-то придирками может к вам приставать, цепляться. Здесь даже не придирки, вот чисто в каком-то деле, в ситуации, а желание вас зацепить, задеть за живое, то есть причинить вред вам, либо эмоцию какую-то у вас вызвать. Что-то вы сделали этому человеку, очень похоже на месть. Либо человек обижен, пытается вот обратить на себя, на свою обиду таким вот образом ваше внимание. Так, человек на букву Д. Ну, здесь, знаете, как какое-то ехидство, скорее всего, либо что-то скрывает от вас. Это может быть и имя, и фамилия. И опять же, да, это может быть какая-то должность. Вот ехидничает и что-то от вас прячет, скрывает. В венце у вас вышла звезда. Звезда, которую делают люди вот своими руками. С одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. Да, вот как они создают эту звезду, очень красивую звезду. Может, правда вы какие-то звезды делаете? Напишите в комментариях. А может быть, вы что-то будете украшать вместе с другими людьми. А может быть, это какая-то звездная работа, звездная задача, которую нужно прям вот постараться сделать. Смотрите, мои хорошие, здесь как воля судьбы, чтобы вы это сделали. И сделали это идеально. За это вас будут хвалить. За это вас будут премировать, да вы и сами себя будете хвалить, и сами будете собой восхищаться. Очень классная работа, которая будет сделана на все 100. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.